к организации образовательного процесса всех уровней в условиях распространения инфекции COVID-19. Вот. На мой взгляд, это самая актуальная тема на сегодняшний день. И перед каждым учащимся, независимо от того, где он посещает учебное заведение, детсад, школа, профессиональная образовательная организация или высшее учебное заведение, каждый работник, каждый родитель сейчас непосредственно очень сильно переживает, волнуется, как будет организован образовательный процесс, и это, безусловно, касается каждого из нас. И перед началом нашего вебинара позвольте представить сегодняшних экспертов. Это у нас экспертами сегодня выступают Румянцева Анна Николаевна, начальник отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека. Семенова Валентина Климовна, старший преподаватель кафедры инфекционных болезней Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. И Афонский Георгий Афанасьевич, директор средней общеобразовательной школы номер 23 города Якутска. И вначале позвольте продемонстрировать видеоролик, подготовленный Якутским медицинским колледжем. Пожалуйста, вы тут, Якутский медицинский колледж. Якутский медицинский колледж на связи? Так, я напомню, что на сегодняшнее наше мероприятие зарегистрировано 230 человек. Наша платформа называется Zoom. К сожалению, онлайн могут подключиться не больше 100 человек. Остальные, прошу, кто не смог зайти, можете направить их на сайт Августовского совещания. Ссылка находится на сайте Министерства образования. И там есть прямая трансляция на YouTube-канале, где уже количество не ограничивается. И запись ведется. Кто не успел, можете потом еще пересмотреть. Там будет сохранены все записи Августовского совещания. Так, Якутский медколледж сейчас настраивает их доступ к платформе. Так, у нас небольшие технические неполадки. Как вы все заметили, в этом году сами августовские совещания проводятся в таком формате. Ну, примерно в таком же формате будут и обучаться часть наших обучающихся. Поэтому на своей шкуре сейчас испытываем все плюсы и минусы данного инструментов коммуникаций. И сейчас дадим доступ для демонстрации экрана
Иркутского медицинского колледжа. Так, у нас сегодня запланировано выступление двух спикеров. Первым выступает Алексеев Дмитрий Афанасьевич, директор Якутского медицинского колледжа, человек, безусловно, с большим опытом в профессиональном образовании и также в медицине, кандидат медицинских наук. И второй выступающий у нас Охлопкова Сардана Алексеевна, так, методист тоже Якутского медицинского колледжа. И будем подробно уже разговаривать, как же организовать образовательный процесс и при этом соблюдать все требования, которые предъявляет к нам в нынешних реалиях Роспотребнадзор, то есть как делить классы, как будет организовано образование группами, дистанционно и вообще как будут учиться наши дети в этом учебном году. Также можете задавать вопросы в чате, мы будем их зачитывать и давать вопросы нашим экспертам, нашим спикерам. Дмитрий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так, в начале видеоролик, так как планировали. Пока видеоролик, это техническая, сейчас ссылка идет этим нашим. Можно включить, хорошо. Давайте посмотрим. Уважаемые участники вебинара, разрешите вам представить модель реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий на примере Якутского медицинского колледжа, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора. Перед началом учебного года организация должна провести генеральную уборку в помещении с использованием моющих и дезинфицирующих средств, применяемых по вирусному режиму. Кроме того, мы должны проверить систему вентиляции, провести ее очистку, а также провести инструктаж сотрудников образовательной организации. На входе мы организуем входной контроль. Желательно использовать несколько входов для того, чтобы не было массового скопления студентов. Студенты приходят в здание образовательной организации, где их встречают дежурные преподаватели, которые будут проводить термометрию бесконтактным способом. Значит, будет фиксироваться в журнале температура свыше 37, то есть начиная с температура будет фиксироваться в журнале. Не допускается в помещение лица, у которых есть повышение температуры свыше 37. Родители
Если будут заходить в помещение родители, они должны быть в маске. Также на входном контроле у нас будут располагаться средства для обработки, гигиенической обработки рук. Это кожные антисептики, которые тоже применяются по вирусному режиму. За каждой учебной группой прикреплен отдельный кабинет, в котором студент занимается всю смену. В них только приходят студенты заходят сюда. Здесь в кабинете есть шкаф, в котором они ложат свои верхние и посмотрите расположение, значит, соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, 2 метра. Можно дискотограмму, таким построением пар расположить рабочие места обучающих. В кабинете есть вентиляционная. Также есть естественная вентиляция. В кабинетах проводится проветривание во время перерыва, а во время занятий проходит проветривание рекреации. Есть в кабинете очиститель воздуха, который используется по инструкции присутствии. Также имеются антисептики для обработки рук, перчатки одноразовые маски, антисептические салфетки. Вот это используется для гигиенической обработки. И всех участников в колледже будет организовано проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами, при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и так далее. Посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора. В колледже будут исключены все массовые мероприятия. Организация питания в колледже будет осуществляться согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях рисков, распространения методическим рекомендациям
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и биотехники. Занятия физической культуры будут проводиться максимально на свежем воздухе с учетом погодных условий. Организация проживания обучающихся в общежитии. Перед началом работы в общежитиях рекомендуется проведение генеральной уборки всех помещений, применение дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Также проводится очистка систем вентиляции, проверка эффективности работы вентиляционной системы. Колледжем обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле близ входа в общежитие, в местах общественного общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнат. В общежитии будет проводиться ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования не менее 2 раз в день. Генеральная уборка будет проводиться 1 раз в неделю. Также будет организован входной фильтр для всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Будет организовано информирование проживающих о необходимости регулярного проветривания помещений общежития. Весь персонал общежития должен быть обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены, и использование одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, а многоразовых в соответствии с инструкцией. Признаками инфекционных заболеваний при обнаружении в общежитии должны быть срочно изолированы и до приезда врача скорой медицинской помощи, либо родителей или законных представителей, если это несовершеннолетние. Уважаемые участники сегодняшнего нашего совещания, хочу сказать следующее. Мы старались показать практически, что делается в нашем колледже на примере, но сейчас я хочу остановиться уже на тех моментах, которые необходимы как руководителям, нам необходимо выполнить. В первую очередь надо последний указ главы нашей республики, который от 24 августа 2020 года номером 1387. Оно очень конкретизировано. Это последний нормативный акт, которое вышло сейчас, и оно как обобщающее всех тех документов, которые вышли Министерством образования и науки и Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия и Министерством здравоохранения Республики своевременно они выходили, оперативно были отправлены к нам и вам. И в результате этого сейчас все образовательные учреждения и все родители имеют возможность ознакомиться с этими документами. Эти документы размещены во всех сайтах Министерства образования и науки, Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия и Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Сегодняшнее наше выступление основано на этих нормативных актах. И на основании этого для их реализации, для конкретизации и для выполнения и для назначения ответственных мы сделали соответствующие документы. Эти нормативные акты, их очень много. Они с первого дня коронавируса были, и они меняются эти нормативные акты. И хочу вас еще раз, вы, наверное, все в курсе дела и все ознакомились, еще раз хочу освежить ваши знания и ваши понятия по таким вопросам. Во-первых, основной источник – это больной человек,
в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, то есть уже имеющие инфекцию. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактными путями. На основании вот этих передачи инфекции мы проводим все мероприятия по профилактике, по предупреждению, по уничтожению, чтобы в зависимости от случая. Ведущим путем передачи коронавируса, новой инфекции, коронавирусной инфекции является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии, близко, чем 2 метра. Поэтому хочется сказать, что при комнатной температуре коронавирусная инфекция способна сохранять свою жизнедеятельность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток. Поэтому качественное проведение дезинфекционных мероприятий – это исход и условия, которые будут в ваших учреждениях. И при этом надо учитывать и делать настороженно в связи с тем, что инкубационный период это в первую очередь, когда идет заселение общежития, 2 или 4, до 14 суток. В связи с этим в среднем 5-7, через 5-7 суток будет проявляться возможности инфицирования этого студента или данного работника. Поэтому вот инкубационный период настораживать вас должно. Если идет заселение, с этого в течение, как и в указе сказано, в течение 2 недель должен быть строгий контроль медицинским работникам. Если это не хватает, для этого надо обучать в первые дни вот учебных занятий всех студентов и всех работников, в том числе преподавателей, по мерам профилактики от коронавирусной инфекции COVID-19. И это надо ответственность или под роспись, или сделать его в журнале, отметить, что они прошли инструктаж обязательно и что ознакомлены, знают. При этом еще надо акцентировать внимание руководителям и студентам, и родителям на тот факт, что вы должны знать алгоритм противодействия к распространению коронавирусной инфекции. В том числе все должны знать, чтобы не было это распространение, что надо провести. И указы очень хорошо тоже отражены эти моменты. В том числе это посещение родителей, наши учебные заведения. Еще раз хочется сказать, что все возможности сейчас имеются. То есть здесь средства имеются. Вы уже знаете, как можно предотвратить. Вот если при противодействии, тогда мы можем избежать. Второе – это алгоритм действия. Конкретно должны знать тот момент, кто находится, независимо от того, что это дежурный или медицинский работник, при подозрении или студента, или посетителя к инфекции. Тогда нужно, чтобы были изолированные помещения, то есть изоляции. Изоляторах вход разрешается после, как мы показали, одевания специальной одежды. А что нужно делать, мы сейчас дальше будем развивать. Также мы конкретно должны знать не только руководители, но все работники и студенты, школьники и даже родители о том карантинных мероприятиях. То есть, когда все-таки случилось у нас заболевание и выявлено, что нужно по очереди, спокойно, необходимо делать.
еще раз хочу обратиться, в это сложное время мы должны консолидировать возможности и взаимопонимание между родителями, студентами и всеми работниками образовательного учреждения. Тогда мы можем избежать это инфекционное заболевание. Ну, сейчас хочу сказать следующий вопрос. Вот только что сказали, что от наших руководителей зависит, сейчас уже мы должны понять и сказать, сколько, как будет образовательный процесс. Например, в нашем медицинском колледже 1859 студентов всего. А 816 мы планируем будет обучение по как было обычно. Остальные 1043 это вторые, третьи курсы и студенты хроническими заболеваниями, и студенты, имеющие этих детей младшего возраста, они должны пройти на дистанционной форме обучения. То есть 833 от 1043 у нас будут теория, это дистанционной форме обучения. Поэтому, уважаемые родители, сейчас вторые, третьи курсы не выезжают в город Якутск. Они остаются. Поэтому, воспользуясь моментом, хочу сказать, сейчас билеты не надо покупать. Только будут обучаться первокурсники. И 210 студентов, это выпускники, пойдут на доклиническую практику. Поэтому мы распределили всех весь контингент студентов, как у нас будет проходить образовательный процесс. Это необходимо сделать каждому образовательному учреждению. Также график занятий. График занятий у нас уже поэтажно сделан, то есть отдельным входом по одному направлению и выход через одно направление. То есть, когда не было встречного потока людей, мы обязательно должны соблюдать социальную дистанцию. Это ответственность каждого. И поэтому каждый родитель и школьника, и педагога, и студента, и даже из садовского возраста должны обучать и сказать, и требовать выполнения социальной дистанции. Если мы вместе будем это говорить им, у них пойдет эта привычку, и у них уже этого не будет. Поэтому теперь особое значение имеет у нас расписание занятий. Они через каждые 25 минут у нас выходят. Выключили. Дмитрий Афанасьевич, звук выключили. Ага, это расписание. Слышно? Да, слышно. Параллельно рядом с вами кто-то говорит, что ли, там? Нет, у меня никто не говорит. Это другие кто-то там подключились. У них занятие тоже идет вебинар. Еще раз хочу сказать у руководителей и школ, и высших учебных заведений, и СПО, и даже садовских. Вот график занятий обязательно должно учитывать, чтобы не было скопления, был поток. Для этого мы сделали с 8 часов, не 8:30 заполнение колледжа учебного корпуса, поэтажно, с крайней стороны по направлению выхода. И через каждые 10 минут, 8:10, 8:20, 8:30 и так далее, пока все группы поэтажно будут
параллельно будут заполняться, никто потом не должен выходить, и они заполняются в свои комнаты. После в таком же режиме они будут выходить через каждые 25 минут. В это время будет, когда они выходят, будет проводиться уборка. А когда полностью заполнение этажа будет, у нас проводится в коридоре уборка, дезинфекция, обработка всех поверхностей после того, как они все зашли. После как зашли, занятие идет, и после этого, как перед выходом, все готово должно. Первая группа выходит, заходят уборщики и обрабатывают. Потом они заходят в свой класс, другая заходит. Вот так у нас по очереди будет идти. Теперь перемены то же самое, но трудности у нас оставляет, это у вас, наверное, тоже будет, это большие перемены. То есть, когда идет питание. Поэтому вот это питание тоже мы раздвигаем, каждой группе делаем по-другому, по-разному. И как вот оповестить студентов и учащихся? Их надо в WhatsApp-группах или сделать для их, если они подключены, как у нас колледж 1С или другое, эта информация должна пройти, когда у них начинается это занятие. И они должны знать конкретно, когда выходит, когда это все делается. Ну вот это по занятиям. Также хочется сказать следующее. Уборка. Прошу обратить особое внимание уборке зданий. Уважаемые коллеги, мы это делаем для себя, в первую очередь, и для руководителей, потому что от этого зависит наша ответственность и исход во время образовательного процесса. Это какой исход будет, это указано в указе главы нашего региона, нашей республики, какая административная ответственность будет. Поэтому контроль должен быть вашими приказом, людьми, кто будет контролировать качество вот этих 10 средств проведения, наличие 5-суточной нормы, которая должна быть в каждом образовательном учреждении. Поэтому мы создали у себя группу комиссию безопасности, где входят инспектор по технике безопасности, медицинские работники, дежурные преподаватели и от администрации ответственные по коридору, то есть это контроль. Но при этом, уважаемые коллеги, мы должны обеспечивать всех своих работников всеми средствами индивидуальной защиты. Это ответственность образовательного учреждения. Но, воспользуясь моментом, обращаюсь к родителям. С вашей стороны обеспечение масками, средствами защиты по необходимости, пока они куда-то еще ходят, своих студентов, школьников и садовской группы. Поэтому это зависит от нашего друг друга взаимопонимания, чтобы у нас в целом вышло безопасное пространство для наших детей. Теперь второе я хочу сказать по ответственности гигиенической обработки рук каждого. Не надо лениться, надо эти учить и дома. Должны все заниматься и соблюдать, не только в школе, где они бывают повсюду. Это должно быть у нас уже как должное. Тогда только мы победим. Также качественно провести качество прохождения входного фильтра. Да, это, чтобы не было столпотворения, быстро, если нужно 2 двери входные открыть и несколько людей поставить, чтобы было это проведение фильтра. Тоже надо качественно провести. Для этого вот это бесконтактным надо обучать и людей,
и даже студентам, чтобы они тоже знали, как это все делает. Влажная уборка тоже зависит, которую мы 2 раза в день делаем у себя, что расписание и приказом должны быть утверждены, когда это проводит. И генеральная уборка, которая проводится 1 раз в неделю. Если это все вы своих локальных актов руководители будете фиксировать, назначать ответственных, тогда уже можно будет конкретно потом знать, кто нарушил, если в случае чего-то, и какие есть возможности. Эти все мероприятия должны повторяться по противодействию коронавируса, при выявлении особенно ужесточаются, и при уже карантинных мероприятиях еще раз ужесточаются все эти мероприятия. Теперь хочется сказать, не все, наверное, это обеззараживание воздуха кондиционерами и другим оборудованием, которые имеются, которые могут подключены как и обеззараживающие, и рециркулятор. Я убедительно прошу всех, перед тем подключить, очень хорошо надо читать, изучать условия и работы этих рециркуляторов. Имеются все меры предосторожности. И рециркуляторы разные, и открытые, и закрытые. Поэтому, когда вы получаете, покупаете, приобретаете, надо инструкцию хорошо изучить. Оно подходит ли к вам или нет. Также настороженность должно быть по дезинфицирующим средствам, которые разрешены управлением или органом госсанэпиднадзора, потому что у нас дети. Это не взрослые люди, которые несут ответственность, а мы образовательное учреждение взяли. Внутри образовательного учреждения несем ответственность за безопасность каждого человека. Поэтому все руководители, мы должны это помнить. Теперь столовая. Конечно, рекомендуется столовая посудомоечная машина, но не все имеют и могут приобретать. Поэтому дезинфицирующие средства, я думаю, вы все знаете, то есть надо изменить правила мытья посуды и отпуска продуктов одноразовых в закрытом виде. Это все должно быть расписано и согласовано соответствующими территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора. Теперь еще раз хочу акцентировать мытье посуды. Пожалуйста, имейте запас еще посуды, чтобы не было задержки из-за того, что ждут или что-то, должно быть побольше запас. То есть можно 2-дневный запас, чтобы у вас было, и оно должно быть готово, обработано, хранится в специальных местах, и потом уже начинаете. Теперь меры профилактики. Это первичная, вторичная, просветительская работа, которая тоже указы главы нашей республики указаны, конкретизированы. Поэтому я начну, 1, 2 уже, можно сказать, вкратце сказал, теперь на просветительской работе. Повсюду должны быть при входе и к учебных комнатах должны быть раздаточные материалы, потому что они сами у себя имели. Маленькие можно размеры, что удобно было, и можно сделать его приложение сделать. Тогда у человека должно быть все это доступно. В случае они могли достать, и там должен расписан весь алгоритм их действий. Уважаемые коллеги, участники данного сегодняшнего совещания, не надо паниковать. При всей разные будут заболевания. Самое главное, оно определено, источники имеются, меры профилактики сделаны, поэтому только надо выполнять. Потому что мы должны выполнить ФУГОС,
федеральный государственный образовательный стандарт качественно. И поэтому, в первую очередь, для того, чтобы выполнить свой ПГОС, свои задачи, мы должны строго соблюдать все меры предосторожности, которые указаны Министерством образования и науки и Минздравом Республики Саха и Роспотребнадзором по Республике Саха-Якутия. Я думаю, что эти министерства при случае какого-то они не будут отказываться какой-то консультации. И самое главное, теперь в сентябре месяце перед нами стоит задача – это вакцинация. Потому что мы ждем грипп. Оно, само собой, все равно будет. По пути у нас еще имеется коронавирус. Она никуда не уйдет. Поэтому, когда будет сейчас вакцинация, очень организованно, с учетом всех требований, согласований, убеждений родителей, мы должны провести качественно вакцинацию против гриппа. И это уже указано, тоже сказано, до 15 октября. Есть срок, поэтому там есть противопоказания. Есть, если какая эпидситуация в вашем населенном пункте. Все это учитывается. Поэтому будьте очень осторожны. Здесь я думаю, что медицинские работники вашей местности, они вам дадут соответствующие все указания и разъяснения методические для этой цели. И также хочется сказать, что при выявлении обязательно не забудьте, это алгоритме должно быть записано, это информирование. Видео вы видели, если кто опоздает, еще я акцентирую на это внимание. Не надо повсюду паниковать, выявился, есть меры. Противочумные костюмы или профилактика имеется. Человек, который заходит в изолятор, должен одеваться все полностью, как положено инструкции. После этого только заходит. Если вы беспокоитесь, боитесь, можете туда не заходить до приезда ответственных людей от медицинских организаций, если у вас это скорая нет, или от скорой помощи, которая имеется в станции, пока вы изолируете. Но при этом не забудьте информировать родителей. Но, уважаемые участники, при этом не надо тоже ажиотаж сделать. Это обычный случай инфицирования больного. Может он инфицировать где угодно. Ребенок сам тоже будет беспокоиться. Это стрессовая ситуация, когда скажут при всех среди своих однокурсов, скажут, что у вас что-то подозрение, пойдемте в изолятор. Чтобы этого не было, что остальные тоже не паниковали, надо быть очень тактичным к этому и проводить. Давайте мы еще раз вам измерим, там хороший у нас есть аппарат для этого уточнения. Вот так направить, и там уже его в изоляторе оставить. А не то, что сразу там при входе у вас температура, давайте пойдем, не надо. Это не должно быть. Также хочу еще раз акцентировать при общежитии. Конечно, мы не знаем, что студенты днем куда ходят. Это их право. Но при входе, при этом должны быть, как указано в указе, барьер, фильтр, что вы должны фиксировать обязательно температуру честно. Это спасет вас от ответственности. И ваши ответственные люди об этом должны помнить. И не просто проходили, пропустили. Мы знаем, что такого понебратства не должно быть. Должно быть конкретная ответственность данному вопросу. Когда карантинные мероприятия, уже будут предписания управления и отдела Роспотребнадзора, что надо провести, при этом тоже надо спокойными. Надо принять 100% или даже еще больше, выполнять все указания в данном случае. Потому что
они тоже ответственны во все мероприятия, чтобы они полностью были проведены. Для этого, чтобы вы были равноправными с ними исполнителями, все нормативные акты нашими министерствами уже выпущены. Поэтому уже у нас нету теперь сказать, что я этого не знаю. А в исполнении вы должны уже им показать ваши локальные акты, которые по вашему учреждению имеются. Это должно быть привести к лучшему исходу этого случая. И второе, к совместной деятельности и работе здравоохранения, и работе управления отделений Роспотребнадзора в локализации вот этого карантина и быстрого выздоровления и вывода людей с этой ситуации. Поэтому помните, у нас 3 ситуации. Это по противодействию при противокоронавирусной инфекции, при подозрении и при карантинных мероприятиях. Вот это настороженность должно быть и у родителей. А родители тоже должны наравне должны помнить и проводить. Но сейчас еще хочу сказать, вот настороженно сделать, что в этих документах написано физкультурные и другие оздоровительные мероприятия провести в открытых помещениях. Но при этом надо, чтобы были они тепло одеты. Эта простуда не стала у них как началом всей этой сложной ситуации. Чтобы этого не было, их надо предупреждать, контролировать. Когда ребенок приходит, надо отправить, или родителям сказать, чтобы он был тепло одет или сделано было это. Но еще при этом хочу сказать, что, уважаемые родители, без необходимости не надо переходить в образовательные учреждения. Для этого имеются сайты и электронная почта этих учреждений, где вы можете получить соответствующий ответ на ваш вопрос. Поэтому не надо рисковать переходить к этому. Все информации и по нашему колледжу все имеется в сайте, как видеообъявление или на наших электронных адресах, которые есть, мы даем ответ. Каждый день получаем по 200 вопросов. У меня все, спасибо. Иннокентий Афанасьевич, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо, Дмитрий Афанасьевич, за очень подробный расклад, как организовать образовательный процесс. И напоминаю, что у нас есть чат. У кого есть вопросы, можете туда писать. Я буду озвучивать, направлять ваши вопросы нашим спикерам, нашим экспертам. Также, Дмитрий Афанасьевич, попрошу, чтобы ваш видеоролик разместили на сайте Августовского совещания. К сожалению, некоторая часть звука была некачественной, поэтому часть мы не услышали, не увидели. Поэтому видеоролик, который вначале демонстрировался, будет размещен на сайте Августовского совещания, как и запись сегодняшнего мероприятия. Иннокентий Афанасьевич. Ага. Все сделаем. Ага. Слышно, да? Да. И наша вот презентация, которой я выступил, оно будет тоже, если есть возможность, мы готовы разместить его, но это будет еще размещено на нашем сайте. Хорошо. И по августовским материалам мы тоже готовы представить его, как сегодня вот представить. Хорошо, спасибо. Итак, передаю слово следующему спикеру. Это Сардана Алексеевна Хлопкова. Практические мероприятия по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях распространения COVID-19 на примере Якутского медицинского колледжа. Пожалуйста.
Уважаемые, слышно, да, Никита? Да-да-да. Я хочу сказать, вот она выступила в видеоролике, мы сделали и поменяли. Поэтому дальше обсуждение, чтобы времени было много на обсуждение. Давайте тогда, хотелось бы услышать мнение экспертов по опыту медицинского колледжа. Анна Николаевна Румянцева, пожалуйста. Она на связи, да? Включите микрофон. Ее нету. Пришла, значит, Семенова Валентина Климовна. Вот он появился. Ага. Здравствуйте, мы вас видим. Ага. Здравствуйте, Семенова Валентина Климовна, добрый день. Ну, сейчас мы прослушали выступление Дмитрия Афанасьевича, да, об организации учебного процесса, немного посмотрели с проблемами звука фильм. Ну и что сказать о фильме, да, вот фильм познавательный, в соответствии с сегодняшними вот рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции. Ну, хотя сейчас заболеваемость снижается, но вирус все же с нами, и он коварен. Ну, нужно повысить ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких, за здоровье окружающих. И поэтому вот сейчас важно, да, по-прежнему соблюдать вот масочный режим, особенно в местах скопления народу, на транспорте, да, почаще, вот сказали уже, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Систематически также проводить санпросветработу вот среди студентов, преподавателей, персонала организации, да, вот в виде лекций, там, ролики, фильмы о профилактиках коронавирусной инфекции. И вообще вот при появлении вот симптомов заболевания, первых клинических признаков, ну, не надо заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью. Спасибо. Спасибо. Так, Афанасий Георгиевич Афанасьев тут. Афонский Георгий Афанасьевич здесь. Включите звук. Ага. 23. Афонский.
Так, не можем подключить наших экспертов, к сожалению. Вот. Георгий Афанасьевич. Я здесь. Ага. Давайте ваше экспертное мнение. Вообще, здравствуйте, уважаемые коллеги. Начало учебного года у нас очень, скажем так, необычное, мягко говоря. И очень много, скажем так, новшеств, которых не было. И мы вот сейчас вынуждены перестраивать свою работу как детские сады, как школы, так и среднее специальное учебное заведение, высшее учебное заведение, согласно требованиям Роспотребнадзора. Ну, должен сказать, что здесь, конечно, больше касается вопрос, наверное, конечно, условий. Условий и вот управление образованием на местах, и Министерство образования, правительство делают все, чтобы с 1 сентября мы все-таки начали занятия. В дистанционном режиме это будет, или это будет очно, но чтобы мы были обеспечены всеми, скажем так, санитарно-гигиеническими средствами и безболезненно начали учебный год. Вот многие коллеги меня спрашивают, как начинать, что делать нам. Ну, коллеги, мы все с вами вот в новой реальности живем и понимаем, что это вызовы времени, поэтому мы должны с вами быть готовы к этому и, согласно требованию Роспотребнадзора, начинать свой учебный год. Спасибо. Спасибо. Так. Может, появилась Анна Николаевна Румянцева? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, вопрос. Я Да. отвечала по телефону. О чем спросили? Ага. Так, ну, ваше экспертное мнение. Как организовать образовательный процесс по опыту Якутского медицинского колледжа? Они рассказали свой опыт, ну, то, что у них сейчас имеется. Группы они будут обучать очно, как это будет организовано, и какие группы будут направлены на дистанционное обучение. И очень подробно рассказали, и можно ли этот опыт перенять другим колледжам, также школам. Например, если дистанционное обучение можно там без особых каких-то проблем можно применить для студентов, то, например, для начальной школы это, наверное, не так просто. Действительно, да, сейчас, например, вот по городу Якутску, где находится треть и обучается треть школьников всей республики, у нас, конечно, возникли проблемы в части обеспечения необходимых требований. Уже подготовили инструктивное письмо, однако его реализация тоже пока приостановилась. То есть каждая школа сейчас будет разрабатывать свою модель. Предложенные Министерством образования 5 моделей не совсем подошли к городу, и теперь они будут с учетом своих внутренних возможностей, значит, делать свою программу и расписание, и организацию питания и так далее. Но я вот хочу донести до вас последнюю информацию, что все-таки с 1 по 4 классы все школьники должны обучаться в очной форме. Остальные классы, касаются вот это 5, 6, 7, 8 и 10, они могут перейти в очно-заочную форму. А вот экзаменационные классы 9 и 11 тоже рекомендуется перевести, учиться в очном формате. При этом, возможно, какие-то
новые формы, имеется в виду, что вот консультирование, например, может быть, да, ребят, то есть с тем, чтобы разгрузить здание школы. И самое главное, конечно, нам придется все моменты по, значит, проведению замеров температуры и изоляции ребят с температурой, либо работников с температурой отрабатывать на месте и очень быстро, потому что чем быстрее будет обнаружен такой человек и чем быстрее он будет изолирован, тем меньше будет, конечно, вероятность заражения других людей, которые находятся вблизи от него. Кроме того, здесь нужно обратить внимание на рекреацию. Да, то есть, когда студенты или школьники выходят на перемены, надо будет как-то их разделить. То есть провести зонирование коридоров надо будет. Да? И, кроме того, также надо будет сделать график питания. То есть не как вот раньше все, значит, ходили питаться, да, как бы вот, а по очереди. И сделать там еще будет тоже дистанцирование. То есть обычно вот по опыту города Якутска мы сейчас, например, предложили, как наша рабочая группа, скажем так, вместе с управлением образования все-таки показала нам, как оно будет в реальности уже организовывать питание. То есть ставятся столы таким образом, чтобы можно было их посадить в шахматном порядке. То есть такой длинный стол ставится, да, и как бы скамейки с двух сторон, и ребята, получается, будут садиться вот так вот, ну, по очереди вот так вот. Не все вот в один ряд, а, значит, один тут, потом через полметра вот как бы вот по шахматному порядку вот так вот они будут сидеть. И, конечно же, надо обратить внимание, что все организаторы питания должны тоже очень хорошо подготовиться, то есть пища должна быть безопасной, которую мы даем детям, да, и студентам. Все должны работать в масках и перчатках, это уже как условия необходимые для предотвращения ковид. И еще хотелось бы обратиться, конечно, к родителям и учителям, чтобы они, ну, это трудное время как-то вот пережили, потому что от первой четверти очень много зависит, как мы вот сможем реализовать образовательную программу в сентябре и в середине октября. До этого момента, конечно, мы будем прямо вот, наверное, в напряженном состоянии, потому что раньше мы так не учились, это теперь вот у нас новые требования, условия, и когда в классе по 40 детей находилось, теперь же приходится их делить на группы или вообще переводить в дистанционное обучение, потому что ну, не может школа уместить одновременно около 2000 детей в 2 смены, поэтому ну, как бы в новых условиях, по новым требованиям получается. И поэтому, конечно, нам придется очень сложно. Скорее всего, конечно, ожидаются вспышки, но чем, скажем так, быстрее пройдет проэпидемичивание населения, то есть чем быстрее население в легкой форме перенесет это заболевание, тем меньше вероятности, что у них будет осложнение. И также хочу обратить внимание, что вот Дмитрий Афанасьевич сказал, что, конечно, нам необходимо провести прививочную кампанию на очень высоком уровне и хорошем темпе, потому что до 15 октября, если мы не успеем провести прививки против гриппа, и если уже наслоится ковид, то ситуация может стать еще хуже. Когда наслаивается ковид на грипп, осложнение тяжелее оказывается. Это уже такие исследования проведены, и, конечно, нам надо максимально охватить большое количество учителей, работников и самих обучающихся вот, в наших организованных коллективах. Поэтому действительно призываю вас в ближайшее время пройти вакцинацию и уже, значит, готовиться, ну, к началу нового года, нового учебного года и, конечно, постараться выдержать это тяжелое испытание наше. Спасибо. Спасибо большое. Но у нас тут в чате 2 вопроса. Прошу ответить, наверное, экспертов, либо Дмитрия Афанасьевича. Так, Покровская ДШИ спрашивает.
Так, бесконтактный градусник не показывает точную температуру, и при скольких градусах его нельзя допускать к занятиям? Ну, бесконтактный градусник, значит, сначала мы понимаем себя, что если мы будем делать замеры, ну, скажем так, при температуре минус 5-10, он нам особо ничего не покажет. То есть человека нужно завести, ну, ПАЕ, да, чтобы сделать ему нормальное измерение температуры. Потом надо прочитать внимательно инструкцию. Действительно, значит, при температуре наружного воздуха ниже там, 15 градусов он не покажет температуру человека. То есть если человек зашел с улицы в октябре или там, в ноябре, мы должны будем какой-то временной промежуток его, значит, подержать там при входе. Так. Спасибо. Так, еще вопрос. Вилюйский педколледж планирует очно обучить студентов вторых курсов, но сталкивается с проблемой, что в многих улусах республики не принимаются анализы ИФА, а для заселения в общежитие оно обязательное. Так. Значит, по общежитию, да, требований таких для поступления в общежитие у нас нет. Кто сказал, что надо сдавать ИФА? Да, нету. Требований таких обязательных нету. Спасибо. Можно мне, Иннокентий Афанасьевич, добавить? Уважаемые коллеги, по первому вопросу, все-таки должно быть ваше ответственность, когда вы закупаете, приобретаете, посмотрите сертификат на это, вот, который бесконтактный термометр, чтобы оно соответствовало. Второе. По технике, когда вы проводите, обязательно надо искать вот рукавники, где теплое место. Не надо лоб сделать, который человек улицы вышел. А где рукав или где у нее шея, где тепло, вот эти места надо найти. Вот по этой методике изучайте. Еще второе имеется, чтобы много скоплений не было, мы сейчас приобретаем тепловизор, который 200 с лишним тысяч стоит, поток хороший, и там измеряя сразу этого человека и рядом кто стоит, чтобы потом контактный выявить. И оно все идет, это рисунок к компьютеру, то есть охране, и они могут увидеть, что вот этот человек уже приостанавливать или направлять, где изолятор. Поэтому сделайте, пожалуйста, вот эти требования, чтобы они сертифицированы были, качество их гарантировалось. И только что Анна Николаевна сказала, пожалуйста, условия читайте, в каких условиях она работает. Если мы будем задерживать людей, это будет скопление. Тогда у нас не 10 минут мы успеем 15 человек пропустить, а больше времени надо. У меня все. Так, у нас следующий вопрос. Разрешено ли обучение первых, 5, 9, 11 классов в 2 смены? Вижу, здесь решение принимает образовательное учреждение. Первый показатель – безопасность. Если с целью безопасности можете использовать разные типы обучения, которые утверждены для школ и для СПО, Министерства образования и науки нашей республики. Там конкретизировано. И принимает решение образовательное учреждение, это педколлектив или руководитель. Я еще раз хочу сказать, нам никто не отменял невыполнение федерального государственного образовательного стандарта. Но при этом всегда надо соблюдать надо санитарные требования. Спасибо. Первую смену должны обучаться по требованиям санитарных правил
1, 5, 9, 11 классы. Но если у вас не получается всех уместить в первую смену, можете, конечно, старшие классы перевести, но во вторую смену, может быть, там 5 или 9. Спасибо. Так. Так, Можно ли... вопрос по переменам, да? Да. Перемены для 2, 3 классов можно ли делать общими, если общее количество учащихся на перемене не превышает 15 детей? Так. Для 2, 3 классов. Ну, я, конечно, вот не могу сказать, исходя из вашего учреждения, вот как там сделана планировка. То есть между этими классами есть какое-то деление, не знаю, там в коридоре? Или они все будут в общем коридоре и бегать там в перемешку? Сделайте зонирование отдельно для 2 класса и отдельно для 3 класса. Разделите коридор. И все. Про переход детей в детские сады. А где про детские сады? Добрый день. Как можно организовать переход детей, чтобы родители не опоздали на работу? Я, как родитель, сам у нас этот процесс запущен, и у нас каждому время поставили, во сколько графику, конечно, перевозить своего ребенка. И там можно между собой, я думаю, переговорить, кто может чуть позже, и поменяться с кем чуть пораньше, там местами поменяться. В этом в одной группе между родителями можно договориться, я думаю. Так, дальше. Это мы ответили. Так. Про термометрию ртутным и электронным, это, наверное, бесконтактным термометр, все-таки это пропускная способность, и применять его более целесообразно. А так ртутным это, наверное, нельзя, потому что или дезинфицировать его каждый раз после, и это долго будет. Так, дальше. Если человек сидит на самоизоляции, то обязан ли он сдавать анализ на коронавирус, если он не болеет? Оказывается, выключен был, да, микрофон? Да. В самоизоляции находятся у нас определенные категории людей. Это либо граждане, которым больше 65 лет, по указу главы региона нашего, да, либо те, которые приехали из других регионов. К какой категории вы относитесь? Тут непонятный вопрос, не полностью раскрыт. Угу. Тут, значит, зависит от случая. Да, или вот студенты, иностранные граждане, которые допускаются к учебному процессу после 14 дней со дня приезда в Российскую Федерацию, и они сдают анализы, обследуются на 10-12 день на COVID, методом ПЦР. Те, кто сдают анализ, как вы сказали, все студенты с ВПУ будут сдавать приезжие. Но их пока не будет, они будут где-то в ноябре приезжать. Так что вот такая у нас система пока что. Да. Учитель прибыл из другого региона. Может ли он сидеть на самоизоляции, оплачиваться из зарплаты, если обучение идет очно в школе? Учитель, должен был, скорее всего, наверное, заранее прибыть из региона.
Почему он приезжает перед 1 сентября? Или у него отпуск был такой, или что? Про оплату я не могу сказать. Оплачивается это или нет. Но у него в любом случае будет предписание, чтобы он сидел дома, получается, потому что он прибыл из другого региона. Обсервироваться он должен 14 дней. Так, вопрос про социальную дистанцию. И школам проблематично, но тут надо вот по методическим рекомендациям, в зависимости от количества детей у вас в школе, от количества детей в классе, строго этого соблюдать эти методические рекомендации и указ последней главы, который говорил Дмитрий Афанасьевич. Там очень подробно об этом рассказано. Так. Ну, вроде пока новых вопросов нету. Предлагаю завершать наш вебинар. Спасибо огромное нашим спикерам, нашим экспертам за ваши разъяснения, за ваши ответы, за ваши выступления. Так, мы поняли, что учебный год начинается с 1 сентября, и для этого всем нам необходимо принять определенные меры, которые уже есть инструкции, есть механизмы, и придерживаться их, строго их соблюдать и начинать учебный год. И это ответственность для каждого учреждения, это ответственность каждого руководителя, учителя, родителя. Так что всех поздравляю со скорым началом учебного года. Не болейте, будьте здоровы, берегите себя. Вот. Ну, а совещание продолжается. Ждем вас на других мероприятиях. Спасибо. До свидания.